О самых заметных событиях пятницы вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. К плановому отключению горячего водоснабжения готовится Нерюнгринская ГРЭС. В планах масштабная ремонтная кампания. Какие работы включены в график? Всемирный день без табака. На площади Орджоникидзе завершилась акция «Здоровая молодежь. Сильная республика». Для гостей подготовили множество активностей. Комплексная безопасность в Подмосковье. В парке «Патриот» торжественно открылся юбилейный международный салон. Какие разработки наших земляков заинтересовали министра МЧС? Детская «Моя библиотека» готова к летнему сезону. Юных читателей ждет увлекательная программа на протяжении всего лета. Усиленные тренировки в спорткомплексе «Дахсун». На новом скалодроме тренируется сборная республики по скалолазанию. Ребята готовятся к играм «Дети Азии». В поселке Усть-Мая открыто новое здание Центральной районной больницы. Торжественно запущен больничный комплекс на 45 коек с поликлиникой на 104 посещения в смену. Глава республики Айсан Николаев, который принял участие в открытии, отметил, что новый объект здравоохранения поможет повысить доступность и качество медицинской помощи местным жителям. На общей площади около 6 тысяч квадратных метров разместились все необходимые отделения и службы. Впервые в районе установлены аппарат компьютерной томографии, УЗИ экспертного класса и современная лаборатория. Получилось сделать хороший проект, и могу здесь сейчас сказать, что вот из построенных на сегодняшний день уже нескольких районных больниц, это, наверное, наиболее правильно спланированная, правильно оборудованная и наиболее высокоэффективная больница, которая у нас вот на уровне районов сегодня в республике есть. И, конечно же, уверен, что это повысит качество здравоохранения в районе. Самое главное, должна увеличиться продолжительность жизни людей. Вот, и должно улучшиться в целом здоровье людей. Уверен, что так и будет. А на закрытии креативной недели Аяр Дабан подписан договор об инвестиционном сотрудничестве между венчурной компанией Якутия и инвестиционным фондом «Восход» для финансирования стартапов на территории республики и на Дальнем Востоке. Стороны договорились о совместном сотрудничестве проектов в области цифровизации, технологий в медицине и образовании. Общий размер соглашения 300 миллионов рублей, и в дальнейшем его капитал будет наращиваться. Для нас это такой очень важный шаг, потому что мы как фонд нацелены на проекты по всей стране и особенно смотрим с особым вниманием проекты на Дальнем Востоке. И здесь в лице венчурной компании мы получили такого сильного партнера, который интегрирован в местную экосистему, который понимает, какие проекты на какой стадии здесь находятся, понимает там все сильные стороны, понимает, с кем работать. И очень надеемся, что вот такое сотрудничество поможет не только развитию якутских проектов, но и в целом такому толчку макрорегиона. Так, в Якутске подвели итоги креативной недели. На пленарной сессии с участием Айсана Николаева обсудили вопросы развития креативной экономики в республике. В этом направлении, включая IT-специалистов, ученых и инженеров-проектировщиков, трудится более 45 тысяч человек. Обсудили и утверждение нового стратегического указа о развитии креативной экономики Республики Саха-Якутия. Так, согласно документу, к 2030 году ожидается рост численности занятых в креативных индустриях до 70 тысяч человек. Какие конкретные меры поддержки республика готова сделать, чтобы население услышало? Действительно, там у нас очень много мастеров в районах нашей республики, в маленьких наслегах. Это и кузнецы, это и люди, которые делают эксклюзивные сувениры, украшения. Хочется, чтобы они уже из маленьких мастерских превратились в индустрию, продавали это уже через электронные площадки, создавали уже такие масштабируемые бизнесы, создавая новые бренды. Да? Вот, поэтому так, то есть задач очень много, хочется сегодня открыто об этом поговорить. С 2019 года «Алроса» ежегодно проводит работы по лесовосстановлению. Компания регулярно закупается основными деревообразующими породами с ближайших регионов. В Якутии нет большого лесопитомника. По этой причине «Алроса» инициировала его создание в республике. Подробнее в следующем сюжете.
Проект по организации лесопитомника долгосрочный и требует тщательного изучения. Именно поэтому в помощь компании привлечен Институт биологических проблем криолитозоны СОРАН. Ученые поэтапно проводят научно-исследовательскую работу, которая охватывает подбор, изучение, взращивание не только основных лесообразующих пород деревьев района, но и растений и рекультивантов. Уже сейчас можно увидеть, как чувствуют себя опытные образцы растений из экспериментальной посадки, перезимовавшие в этом году на базе ботанического сада. Работаем сейчас очень плотно по лесопитомнику по заказу Алроса. Высеяли семена. Семена ели, семена сосны, лиственницы. Кроме того, мы взяли еще кедровый сланник для интереса и сосну горную. Это просто наш научный интерес, но если он окажется полезным, то это будет очень хорошо. Главная задача проекта – создать устойчивые культуры растений и рекультивантов с высокой продуктивностью для эффективного лесовосстановления. Ведь нередко сорта растений из других регионов попросту могут не выдержать климат Северной Республики. Многие саженцы на этапе перевозки погибают из-за резких климатических изменений. Все эти факторы и побудили компанию «Алроса» задуматься о создании лесопитомника именно в Якутии. Создание собственного лесопитомника – это очень большая работа, больше финансирования для этого нужно. Мы сейчас занимаемся именно разработкой проекта лесопитомника, чтобы в дальнейшем ее реализовывать. Но эта работа очень долгая, и для этого необходимо, чтобы узкий специалист какой-то непосредственно заниматься именно растениями и выращиванием деревьев, чтобы они там рекомендовали нас. Работы ведутся не только в лесопитомнике. Специалисты Института биологических проблем криолитозоны выезжают в экспедиции в зону деятельности Алроса в целях подбора необходимого субстрата почвы. Занимаются высадкой различных видов растений, деревьев и кустарников. Также мониторингом роста и развития сеянцев. Изучают их приживаемость. В этом году специалисты планируют высадить новые виды семян. В результате Алроса сможет получить наиболее эффективную технологию выращивания сеянцев. Ну а в дальнейшем предстоит колоссальная работа по возведению лесопитомника. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. К плановому отключению горячего водоснабжения готовится Нерюнгринская ГРЭС. В это время запланирована масштабная ремонтная кампания. Все работы – часть программы повышения надежности дальневосточной генерирующей компании. Главная задача – обновить основное и вспомогательное оборудование станции. Подробности в сюжете. Подготовка к следующему отопительному сезону началась задолго до наступления тепла. В рамках программы повышения надежности будет произведена замена и модернизация основного оборудования. Уже ведется капитальный ремонт энергоблока номер 3, в планах монтаж и наладка системы ускоренного расхолаживания турбоагрегата и типовой ремонт генератора. По окончанию всех работ предусмотрено виброобследование, подготовка необходимой документации и прохождение экспертизы промышленной безопасности. В этом сезоне АО РМК планирует выполнить мероприятия по повышению надежности Нерюнгринской ГРЭС в количестве до 300 тонн замены пароперегревателей котла и свыше 100 тонн замены воздухоподогревателей и газоходов котла. В результате выполнения комплекса мероприятий программы произошло снижение количества отказов оборудования. Сократилось потребление электроэнергии и увеличилась экономичность и надежность всей электростанции. УЗП 23-24 Нерюнгринская ГРЭС прошла в удовлетворительном состоянии, провела свои максимальные нагрузки. В период этого года, так сказать, исторический момент был. Нерюнгринская ГРЭС работала на свою максимальную номинальную мощность 570 мегаватт. Все три энергоблока несли максимальную нагрузку. Выполнялся диспетчерский график выработки электроэнергии и поддерживался график теплоносителя. По плану в этом сезоне предстоит заменить порядка 2000 погонных метров магистральных тепловых сетей, продолжится замена тепловой изоляции, будет выполнена реконструкция дренажной камеры на участке по улице Карла Маркса. Для безопасности на период всех испытаний горячее водоснабжение будет ограничено. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри.
Но в Подмосковье в парке «Патриот» торжественно открылся юбилейный международный салон «Комплексная безопасность-2024». Это традиционная площадка, где ежегодно демонстрируются изделия и технологии в области безопасности и спасения. В этот раз на выставку привезли более 260 образцов техники. Якутию на форуме представили резиденты НОТ «Север». Какие разработки наших земляков заинтересовали министра МЧС, все знает Максим Кардозу. От их работы зависят жизни людей. И делать эту работу хорошо сотрудникам МЧС помогают современные технологии. Выставка «Комплексная безопасность» уже в 15-й раз демонстрирует достижения в области борьбы с чрезвычайными ситуациями. На стендах представлены сотни новинок, как отечественных, так и зарубежных. Здесь есть научные институты, есть производство различных БПЛА, там, тепловизоров, все, что есть. Интересное. Здесь показывают, техника хорошая, в том числе здесь есть целый павильон, который арктическим направлением посвящен. Поэтому интересно. Начиная с одежды, там, с средств связи, экипировки, и разные вездеходные техники. На выставке можно увидеть самую современную технику, которая участвует в спасательных операциях. Например, пройти мимо этих красавцев просто невозможно. И взгляните на лестницу. Она поднимается на высоту 52 метров. И с помощью этих машин можно эвакуировать людей, например, с 17-18 этажа. И там же потушить пожар. Впервые в форуме участвует научно-образовательный центр «Север». 7 его резидентов привезли на выставку свою продукцию. Вот, например, жидкость, которой можно тушить пожары даже при минус 50. Эта жидкость разработанная, она не замерзает ни в емкости, ни в тушении, ни в процессе ее пролива. Она создает особую пленку, и при попадании на пожарного она не создает корку. То есть это технологическая цепочка. Второе направление – это то, что ее можно хранить в емкостях в зимний период и их не отапливать. Большой интерес якутские разработки вызвали у представителей федеральных властей. Вот министр МЧС России Александр Куренков интересуется нашим ноу-хау – антипирентом, то есть веществом, которое подавляет возгорание. Если предполагается, что огонь может поступить к населенному пункту или какому-то ответственному сооружению, этот антипирент наносится на любую поверхность, будь то трава, кустарники, забор или что-то еще, что способно гореть, и он придает свойства негорючести этой поверхности. Главное отличие от аналогичных решений в том, что этот антипирент не смывается атмосферными осадками. На стенде НОТ «Север» можно было увидеть и уникальный сорбент, который поглощает нефтепродукты. А вот продукция для маскировки и сохранения тепла компании «Севертент». Рядом сублимированная оленина и жеребятина, пайки которой легко можно взять с собой и в спасательный рейд, и в поход. Все якутские разработки по достоинству оценили эксперты, а сам стенд был награжден специальной грамотой. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Московская область. В Якутске закроют проезд по набережной Романа Дмитриева. Изменится маршрут 2 автобусов. Так, с 3 по 20 июня в столице закроют движение по набережной Романа Дмитриева в 202 микрорайоне. Изменится маршрут автобусов под номерами 3 и 17. Схемы объездов вы сейчас видите на своих экранах. Ограничения введут на время ремонтных работ на участке от улицы Хабарова до улицы Ларионова. Таким образом, 3 и 17 автобусы будут курсировать по временным схемам. Талантливая молодежь вышла на новый уровень. Студенты колледжей и университетов представили свои проекты и работы с национальным колоритом. Мероприятие стало частью креативной недели. Впервые сегодня АГИКИ стала площадкой для мастер-классов и выставок. Подробнее об этом расскажет Дарья Короленкова. Виртуальная реальность, выставка прикладного искусства, ювелирные работы – все это сегодня представили студенты в рамках проекта «Сделано в Якутии». Более 100 участников представили свои лучшие достижения в области креативной индустрии. Так, например, одна из самых юных участниц из Горного района, Евгения Андреева, создает сувенирные открытки. Один из моих продуктов, в основном сувениры, это открытки шоколадом. Еще вот такие тому подобные бывают. Мы еще собираемся делать больше дизайнов по типу достопримечательностями нашего улуса и нашей республики.
На выставке есть не только сувениры собственного производства, концерты, ну и, конечно, мастер-классы. У меня, например, на руке браслет из конского хвоста. И даже попробовать на себе мастерство парикмахерского искусства. Такая выставка стала не только поводом представить свои работы, но и заработать на них. На площадке у молодых талантов была возможность показать свои умения, а также получить ценные советы и рекомендации от опытных наставников, чтобы в дальнейшем получить профессиональный рост и продвинуть свой проект в общество. Появилось много творческих людей, которые создадут свое дело, будут заниматься производством, масштабированием, будут уметь оформлять свой продукт. Я, например, сейчас только что прошла мастер-класс. У Насти вот такой вот интересный продукт, да, например. Ну, у меня там получился белый парус, например, да, и я такая довольная, вдохновленная. И вот для такого получения такого состояния, вдохновения, да, надо приходить на нашу ярмарку, смотреть на творчество наших людей. Такую ярмарку планируют провести и 1 июня в городском парке. Все, кто хочет стать частью креативной индустрии Якутии, смогут принять участие в мастер-классах. В будущем в республике такие мероприятия будут продолжаться, чтобы отмечать важные достижения и представлять новые инициативы и проекты в креативной индустрии. Дарья Короленкова, Айлита Махно, Якутск. «Здоровая молодежь. Сильная республика» – так назвали акцию в Якутске, приуроченную ко Всемирному дню без табака. Подробности мероприятий у Даяны Федоровой. В рамках акции для детей и молодежи города провели массу мероприятий, в том числе и фитнес-разминку. Развернули также культурно-развлекательную часть, зажигательные танцы, рисование мелками и настольные игры. Игра называется «Неровная дорога». Как играть? Нужно положить шарик и дойти до самого конца. Мероприятие очень такое интересное, забавное, скажем так. Если вот такие вот игры играть, то развивается как бы внимательность, мне кажется, и сосредоточенность. Я поиграла в якутские настольные игры, а еще мы нарисовали там цветочки, солнышки. И очень бы хотелось, чтобы было больше таких мероприятий. Студенты медицинского колледжа провели мастер-класс, как измерить артериальное давление, выполнить сердечно-легочную реанимацию и поставить внутримышечную инъекцию. Ну, почему это важно знать, да, потому что, к примеру, сердечно-легочная реанимация может оказаться такая ситуация, что каждый может в ней оказаться, да, и должны уметь определять первые признаки, оказывать первую необходимую помощь, и действовать нужно четко, быстро. Оздоровительная акция собрала сотни якутян. Среди них школьники, студенты, пенсионеры, спортивные организации и просто неравнодушные якутяне. Поиграли в настольные игры вот там. Все, пошли, сходили, мороженое взяли. Да, классики играли, рисовали. Хотелось бы больше, да, очень интересно, очень весело. Я приехала с лагерем в Сосновый Бор. Мы весело проводим время. Пришли узнать о вреде табачных изделий. В дальнейшем планируется проведение еще больше оздоровительных мероприятий для информирования о необходимости ведения здорового образа жизни, навыках, помогающих сохранить здоровье на долгие годы. Даяна Федорова, Нюргун Старостин, Якутск. Накануне в Ленской центральной больнице торжественно выписали 100-го ребенка. Юбилейный малыш Павел, первенец в семье Серкиных из Пелидуя. Мальчик родился 26 мая, его вес 3 килограмма 170 грамм, рост 154 сантиметра. Семейную пару пришел поздравить замглавы Ленского района Прокопий Петров. Он вручил отцу ребенка сертификат на 100 тысяч рублей и отметил, что награду очень символично вручать в год семьи. А родители малыша поблагодарили власти за внимание и пообещали потратить средства на нужды ребенка. Спасибо. Мы очень рады. Хочется пожелать вам крепкой семьи, чтобы вы всегда друг друга поддерживали. И мы все знаем, что семья, счастливая семья – это залог счастья, здоровья. Если у вас будет в семье все хорошо, и дети будут расти здоровые, крепкие. И хотелось бы, чтобы ваш сын, первенец, да, всегда вас радовал, чтобы вы всегда им гордились.
Самая настоящая туристическая Мекка Татарстана расположилась в 3 часах езды от его столицы. Это город Болгар. Уникальное место, где 11 веков назад зарождалась история крупного и очень развитого по тем временам государства – Волжской Булгарии. Там проходили важные пути, которые связывали Русь с восточными странами. Приезжали туда и арабы. Известно, что в 922 году на этом месте Волжская Булгария приняла ислам. Местные мастера, в том числе каменщики, кузнецы, кожевники и другие, славились далеко за пределами своего государства. Самая большая ценность – это, конечно, то, что здесь сохранилась архитектура. Это мусульманское зодчество периода XIV века. И, как мы понимаем, это еще и место сакральное для мусульман. Именно здесь в 922 году болгары принимают ислам, и это тоже является самым северным местом на территории мира, где вообще была принята религия ислам. Сам город – один из 4 объектов ЮНЕСКО, расположенных в Татарстане, окружен множеством историй и легенд. Одна из них рассказывает про Черную палату. До сих пор ученым не удалось точно установить предназначение этого сооружения. По одному из предположений, там мог находиться суд. Прекрасно сохранившееся здание относят к XIV веку. Когда Тамерлан пошел на Болгар, правитель Болгара спрятался со своей семьей именно в этом здании. А 2 старших брата, старших сына правителя, как раз пытались отразить войска Тамерлана, но попали к нему в плен. Пытались попасть в войска Тамерлана солдаты в это здание, но у них ничего не получилось, и Тамерлан приказал обложить здание бревнами и поджечь. Когда стены стали совсем черными, и огонь уже практически превратился в угли, ветер развеял черную дымку, и на своде этого здания сидела очень красивая девушка в прекрасных белых одеждах. Тамерлан увидел ее и сказал: «Спускайся, ты станешь моей женой». Но она сказала: «Я никогда не буду женой врага». После этого он приказал привести 2 ее братьев. Увидев своих старших братьев, она сказала так: «Да, я согласна стать твоей женой, но ты должен отпустить моих братьев, дать им самых лучших коней, еды и воды». Долго она смотрела с высоты этого здания, как удалялись ее братья. И когда она посчитала, что братья удалились достаточно далеко, чтобы их догнать, она сбросилась на эти горящие угли и погибла. Но в Якутии запустили детский телеканал «Токку». Название канала происходит от имени жеребенка, главного персонажа, уже ставшего популярным среди детей, многосерийного мультфильма на якутском языке. На этом канале будут транслироваться мультфильмы не только на якутском и русском языках, но также на языках коренных малочисленных народов. Кроме того, юные зрители смогут смотреть известные российские мультфильмы, переведенные на якутский язык, а также познавательно-развлекательные программы. Открытие телеканала станет важным шагом в продвижении родных языков, культуры и воспитании патриотизма. Сегодня действительно исторический день не только для нашей компании, но и для всей республики, потому что о запуске детского телеканала мы мечтали давно. Как можно сказать, даже многие поколения сотрудников национальной вещательной компании мечтали о запуске детского телеканала. Но, как говорится, всему свое время, и, видимо, время пришло. И действительно, мы сегодня как никогда готовы к запуску детского телеканала. И то, что сегодня Айсен Сергеевич в год детства открыл телеканал, это для нас двойной праздник. И мы обещаем, что этот телеканал будет не для галочки, а мы вложим все свое умение, старание, любовь, и я уверен, что этот телеканал найдет своих телезрителей. Юные спортсмены из Якутии активно готовятся к 8 международным спортивным играм «Дети Азии». Сборные команды сформированы, и спортсмены выкладываются на тренировках на 100%. В спорткомплексе Дахсун на новом скалодроме тренируется сборная команда по скалолазанию. С ребятами пообщался мой коллега Александр Хавренко. Скалолазание – новый для игр «Дети Азии» вид спорта, и тем ответственнее членам первой республиканской сборной будет выступать на соревнованиях. Но тренер команды по скалолазанию уверен, что, отобрав лучших из лучших, Якутия сможет побороться за медали. Узнали, что нас включили в программу, мы решили, что нам нужно отборочное соревнование. На тот момент у нас возрастные группы не совпадали,
потому что дети 14-15 лет у нас были 13-14 лет. Мы объединили эту группу, провели 3 отборочных этапа, и лучшие из этих, по сумме этих этапов попали у нас уже в сборную. У нас выступает 2 состава сборной. Это 3 мальчика, 3 девочки, 1 состав, и 3 мальчика, 3 девочки, другой состав. По такому критерию, то есть лучшие из лучших у нас отбирались. Мария Лимарева начала заниматься скалолазанием год назад. Однажды зашла в зал во время тренировки, увидела, как лазают другие, и решила попробовать сама. С тех пор активно тренируется. Включение в сборную для Маши было большим сюрпризом и большой гордостью. Настрой должен быть всегда боевой. Первый раз я увидела, я думала, что это сложно, но всегда попробовать это надо. Я попробовала, и оказалось, что нормально. В Дахсуне вот сейчас мы занимаемся, у нас тренировки тут сложнее, чем в школе. В школе были более легче, здесь нас более нагружают. Еще один член сборной команды, Евгений Колодезников, пришел в скалолазание из борьбы. И, по его словам, ни разу не пожалел, что сменил один вид спорта на другой. Тренировки, правда, очень потные, тяжело. Но я чувствую то, что это не просто так нас сломает, а это делает нас очень крепкими. Очень добрый коллектив, и это что-то необычное, такое новое, лезть в высоту. Это меня очень вдохновило. Большинство скалодромов в школах имеют высоту 7-8 метров. На соревнованиях же спортсменам предстоит покорять стену высотой в 16,5 метров. Но за несколько недель тренировок многие трассы они уже проходят с легкостью. И все заряжены только на победу и мечтают внести свои медали в общую копилку команд республики. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. И последнее. Короткая рабочая неделя ждет россиян в июне по 2 рабочих дня до и после выходного 12 июня. Так, среда 12 июня будет выходным днем в честь праздника Дня России. Согласно Роструду, рабочий день 11 июня будет сокращен на 1 час, поскольку считается предпраздничным. В этот день, в 1990 году, первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. В декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.